господарства, дякую за то, что пришли. Рады привітати тут несколько важных гостей. И таким чином розпочинаємо наш мастацький пленер з білоруськими мастаками, присвячений 700-годдю заснування этого великого города Вільні, який покинув значний слід і у білоруській історії, зрозуміло, литовській, польській. Ёсць ужо першыя мастакі. До нас завітаў, прывітаем Чэслава Спалонскі, наш ужо удзельнік другога пленэра. Таксама маем высокіх гасцей. Дэпутат літоўскага Сойма Жагіментас Павільонес, кіраўнік групы Соймаўскай за дэмакратычную Беларусь і па замежных справах Літвы. Так, тады маем Руслана Адашкевич, дорадца мэра Віленскага района. Так, если тут была Диана Варнайте, сгубили. Так, привітаем. Так, дорадца Европарламентара Европы Егле. Так, ну і зрозуміло, що гурт «Світанок», який дасть для нас концерт. Не дають нам забитися про свої корені, дають можливість тримати совість з батьківщиною, з прадедовською піснею і прадедовськими традиціями. Ну а зараз хотів би дати слово депутату Сойма Жагіментасу Павільонесу. Наш великий сябра. Извините, что по-русскому я не умею по-белорусски, но как бы это очень прекрасное место, если откровенно. Я в этой церкви, наверное, больше всего хожу. Я нашел ее, когда тут вообще пандемии никто не приходил. И, конечно, это такое святое место, где мы все чувствуем себя сообща, где наши корни очень далекие. Ну, а я как бы в парламенте с вашим лидером делаю все, чтобы это было не только история, но это было и общее будущее. Сейчас, конечно, очень тяжелое время, война идет, и это, как бы, я бы сказал, такой переломный момент зла и добра. И вот этот год будет самый, наверное, решающий. Я сам вот через 2 дня в Украину опять 9-й раз уже еду, там всякие европейские парламентарии, но может быть этот год будет, когда Украине откроется Европа, мы начнем переговоры по вступлению, может быть нам получится приглашение Украины в НАТО тоже сделать, и может быть мы этих наших западных братьев, сестр научим исторических уроков, потому что когда мы восставали здесь в Литве, тоже 30 лет тому назад, все боялись этих перемен. Нам письма писали из Парижа, из Берлина, сидите там с Горбачевым, все будет хорошо, но мы не хотели там сидеть. И очень где-то 10, 12, 15 лет работали на Западе, пока они нас поймут и примут в свои семьи. И когда мы видим вот эту всю борьбу вашу, украинскую, белорусскую и молдаванскую, это то же самое. Так что мы очень болеем за эту борьбу, но мы знаем, как это преодолеть. И Украина, и Беларусь, это наши очень большие народы по сравнению нам. Если мы это сделали с балтийскими странами, почему бы вы не можете это сделать? Так что будем
работать. Вот с офисом Светланы мы уже 6-ю конференцию в Страсбурге будем делать 13 сентября, чтобы опять заявить о европейской идентичности белорусского народа. И когда этот поезд двинется, украинский, молдаванский, я думаю, это будет и вам открытие. Но все надо преодолеть, как видите, всякие акциденты бывают на этом пути, но вы переможете. Так что спасибо большое. Мы с вами. И не смотрите на все эти разговоры в Литве. Здесь очень много сейчас разговоров про эти закрытие стен. Это очень популярно перед выборами, но я думаю, мы найдем сил в Литве, чтобы разумно отделить людей, которые за свободу борются, и теперь, конечно, эта агентура везде есть, и у наших народов, и у наших народов, которые все делают, чтобы нас, эти заборы построить, нас разделить. Так что, учась из своего опыта, я думаю, все равно найдем дорогу к Богу и к добру, и мы как в старые времена, так и в будущем будем жить вместе. Спасибо, что у вас и воля, и дух есть на этой пути, потому что вам самое тяжелое. Мы уже это прошли, нам уже это только делимся с вами нашим опытом. Спасибо большое. Зараз, я думаю, пару слов скаже Руслан, дорадца мэра Віленського району. Я радий, що наладжується співпрацівництво з мером Віленського району. Дільничає так само не перший раз, коли ласка. Спасибо, я тоже извиняюсь. Я не умею по-белорусски, но Алис меня учит. Я все понимаю, но говорить умею, хотя мой отец в Беларуси, чистокровный, мать полька, но так вышло. Что в Вильнюсе я родился и жил. Но я все время, наша белорусская подруга сказала, Руслан, не стесняйтесь, русский язык будет наш трофей. Так я сейчас и не стесняюсь по-русски разговаривать. Так вот, мне очень приятно, как говорю, что вот я нашел вас, скажем так, потому что, как-то я раньше и не искал, скажем так, а вот наши пути сошлись как раз, что и мне очень приятно, что здесь все время нас зовет, я с удовольствием иду сюда, приезжаю, и вот в белорусской мове, не белорусского языка, потому что белорусский язык это чем мы кушаем, когда говорят, а мова, чем мы разговариваем. Так вот, я рад, что я среди вас. Спасибо. Зараз дам слово дорадце Европарламента Еглі, коли ласка. Aš labai trumpai, labai lietuviškai, labai džiaugiuosi, kad Aleksandras rado laiko mane ir vėl pakviesti į jūsų renginį. Tai Europos parlamento Broniaus Ropės vardu noriu visus pasveikinti su dar vienu nuostabiu pleneru dėda. Įteikti padėkas jums už organizavimą, galiu viską perskaityti. Galiu. Gerbiamas Aleksandras Žankevičius, Gudų kultūros draugijos Lietuvoje pirmininkas. Dėkoju Jums už aktyvę visuomeninę veiklą kultūros srityje, sėkmingą tarptautinio dailininkų meno plenero 70-mečio Vilniaus metinius organizavimą. Dėkoju už Jūsų indėlį kultūrai ir menui, bei glaudžių tarptautinių kultūros santykių puoselėjimą. Linkiu didžiausios sėkmės Jūsų kelyje. Taip pat padėkos yra Jūsų kolegai Dmitrijus Varadžion ir Konstantinas Mantas. Čia viską, ką tu galite perduoti. Tada čia yra nuo Broniaus Ropės dovana. Čia nuo Seimo narių Deivido Labanavičiaus ir Valios ąžuolo. O čia kolektyvui. Ačiū Eglė, dėkui Eglė. Я думаю, что може Діана Варнайки скаже пару слов. Пару слов. Живе Беларусь! Добре, так.
Тады запрашаю гурт «Сметана». Калі ласка, порадуйте нас своими песнями. Дякую.